Пожарной службе Южной Осетии исполнилось 90 лет. 23 августа 1930 года постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета Юго-Осетинской автономной области было создано областное пожарное управление. Из состава вневедомственной милиции была организована добровольная пожарная дружина, которую возглавил Михак Асанакоев. В составе пожарной дружины было всего 16 человек. Они начинали с малого. Не было специальных средств тушения, транспорта. Пожарные обслуживали не только город, но и прилегающие территории. Следует отметить, что пожарные на территории области действовали задолго до создания управления. Еще в 1925 году была создана городская пожарная команда. Этого было недостаточно, так как в те годы строения были в большинстве деревянные. Пожары случались часто. Зачастую огонь перекидывался с одного строения на другое. Поэтому в 1930 году было принято решение усилить пожарную систему. Создано полноценное управление, которое располагалось на улице 13 коммунаров. А в 1933 году началось строительство нового депо на улице Героев, куда югосинские пожарные перешли в 1936 году. До сих пор это здание служит верой и правдой всем и пожарным, и спасателям, которые сейчас там находятся. Одна пожарная часть не могла справиться с объемом работы, поэтому с годами их количество увеличивалось. Посты были открыты во всех районах республики. А в конце 80-х управление пожарной охраны получило в свое распоряжение новое здание по улице Комсомольская, где располагается и ныне. Руководитель чрезвычайного ведомства Азамат Чочиев, ветеран пожарной охраны. Он посвятил службе 33 года. Начал работать в пожарной системе в 1987 году. Он прошел службу от пожарного до руководителя. Служба всегда была нелегкой, но и личный состав, и тогдашнее руководство всегда поддерживало и молодых бойцов, и всех новобранцев, которые мы принимали и на службу. В том числе я тоже прошел, конечно же, все азы нашей работы, мне все досконально показывали, учили. Серьезные испытания для пожарных республики выпали на период грузино-остинского противостояния. Во время систематических обстрелов грузинской артиллерией горели жилые дома, административные здания. Азамат Чочиев вспоминает, как в 90-е целая пожарная бригада была задержана грузинскими неформалами в районе села Эрет, куда пожарные выехали на тушение. Были конфликтные ситуации. Один раз при выезде на пожар, это в сторону Ередви, их 2 дня держали в плену, там попали, по-моему, так помню, Буколов, Чермен, Багратович, Кучмазов, Музырек, Георгиевич. Их 2, и, естественно, бойцы на машине. Их несколько дней продержали в плену, ну, потом, слава богу, после переговоров их отпустили. Ветераны пожарной охраны считают те годы самыми тяжелыми, ведь им приходилось бороться не только с огнем, тушить пожары, спасать людей, имущество и дома, но и противостоять общему врагу. Напряженные для людей. Не то, что на пожарную охранную систему, на адамы корканную систему, но джимоса. Это огонь из ногайдар коркатон. Кам фандим молдойком, Аллах оттариоши дистам. Зинг Сильвестр, мою бохоску том шидарик тагив набонудие, хави усоростом. Налапутай чидарик так, я саранудие моя бонуди миганан хасен. Хаудони хосту миганан шедистам юпоститам одновременно на косткутом. Чермен Букулов проработал в пожарной инспекции с 1973 по 1992 год. Ветеран пожарной охраны хорошо помнит начало национально-освободительной борьбы нашего народа и в каких условиях пожарным приходилось работать. В те годы Букулов работал в должности заместителя начальника областной пожарной инспекции, а позднее возглавлял пожарную охрану по городу Цхинвал. Периодические обстрелы, военные действия. В разы увеличилось количество пожаров, техники не хватало. В городской части оставалась только одна пожарная машина. Букулов помнит, как вместе с товарищами поехал в Харьков, чтобы оттуда привезти 2 пожарные машины. Несмотря на трудности, им удалось добиться выделения техники, и они были доставлены в Цхинвал. Когда уже привезли машины, легче. А до этого мы не могли тушить пожар. С одной машины что сделать? То вода не хватает, то что. Очень трудно. Мы дежурили целую неделю. Ребята дежурили.
И ни один человек никогда не сказал, у меня есть дела, у меня там что-то. Происходили пожары практически ежедневно. Мы, честно говоря, практически не успевали их тушить. Многие дома мы потеряли. И просто из-за нехватки людских ресурсов. Нам помогали ополченцы. Когда мы заезжали на своем транспорте, ехали с нами на пожары, часто выезжали с нами. Там помогали нам кто как мог. Мы их прямо там на месте учили, как держать рукав, как тушить. И они нам помогали, это местное население, и ребята часто подъезжали, большое спасибо. Бойцам нередко приходилось выезжать на пожары под непрекращающимся огнем противника. Возгорания жилых кварталов, вообще домов, тогда практически в основном происходили из-за обстрелов. Обстрелы, конечно же, не прекращались и с нашим приездом, наоборот, иногда учащались. Слава Богу, за все вот это время у нас практически ни один человек не получил ранения, хотя машины были продырявлены во многих местах, практически все машины, и осколки попадали в них, и пулевые отверстия были в машинах. Под обстрелом, мы каждый пожар тушили под обстрелом. Они знали, куда мы едем, и они стреляли туда же. Ни в одной войне не стреляют скорую помощь и пожарную охрану, но они стреляют. И скорую, и нас стреляют. Все было. Были попадали дальше на машину. Пожарные, рискуя жизнью, спасали имущество и дома, пренебрегали собственной безопасностью. У них была еще одна задача – следить за сохранностью спецтехники. Каждая машина была на счету. На вооружении МЧС и сегодня стоят пожарные машины, прослужившие не один десяток лет. Служба, канемендер, модеруя, сарендер, модеруя, тахамиде. Зоши машиной көзөнüm мякдорзен, офтамай, откозникуни. За все время национально-освободительной борьбы бойцы пожарной охраны всегда были на передовой. Так было и в августе 2008 года. Шла война, но югосинские пожарные не прекращали работать. Выезжали на пожары, спасали от огня административные здания и дома. За проявленное мужество 4 сотрудника удостоены высшей награды Южной Осетии ордена Уатсамунга. Тогда постоянно были обстрелы, а что делать? Мы и в 2008 году так работали под обстрелами, и в 90-х годах, и в 2004-2005 год. Это наша работа, и наши ребята ее, я думаю, что выполнили с честью. Хочу поздравить всех ветеранов, всех старослужащих, всех, которые еще служат с этим праздником. Всех сердечно поздравляю. После войны 2008 года начался новый этап в истории существования противопожарной службы Южной Осетии. 4 октября 2008 года подведомственное Министерству внутренних дел пожарное управление было преобразовано в Министерство по чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне и ликвидации последствий стихийных бедствий. Сегодня в структуре 8 пожарно-спасательных частей, расположенные в Схимвале и районах республики. В состав ведомства входят служба гражданской обороны, противопожарная служба, поисково-спасательное подразделение, работающие в круглосуточном режиме. Нынешнее министерство является достойным преемником и продолжателем традиций, устоявшихся за годы существования противопожарной службы Южной Осетии. Роза Дедеева, Александр Икаев, Зарина Таттаева специально для программы «Неделя».